Привет, друзья! Вот, наконец, после новогодних праздников, после таких моих новогодних каникул, я собираюсь в дорогу. Самому даже не верится. Я позволил себе отдохнуть сколько? 3 недельки примерно. Сегодня уже 7 число, сегодня Рождество. Вот, сейчас жду своего друга, который мне оставил, собственно, вот эту квартиру на Новый год. Дал мне так возможность отдохнуть. Я такой момент, такую возможность пускать не стал, поэтому решил немножко задержаться подольше здесь. Сейчас вот сижу, жду, немножко думаю, посплю. Режим у меня сбился. Режим дня, ну, как всегда, в принципе, на отдыхе. Режим дня становится ночным. Подожду и поеду. Честно говоря, конечно, я буду скучать по Паттайе. Столько времени здесь провел. Со многими людьми познакомился. Буду вспоминать только лучшими воспоминаниями. И да, кстати, друзья, я приобрел себе новую камеру. Теперь у меня будет новая картинка. Это вот такую экшн-камеру CJ Cam 5000. Очень доволен. Обошлась она мне, кстати, как раз в 5000 бат. Теперь возможности съемки будут намного шире. Будут более интересные фильмы. Но вначале мне еще нужно привыкнуть к ней. В общем, здорово. О, алло, привет. Отлично. Домой? Да. Пока. Ну вот, все. Прощаюсь с Серегой. Он стеснительный парень такой немножко. Все стесняется. Все, велосипед собрал. Отправляюсь. Наконец-то отправляюсь. А то уже сижу, жопой там прилип. Уже неохота даже было ехать. Думал, может автостопом поехать или еще как-то. Нет, надо на велосипеде. Велосипед я бросать не хочу. Так что едем. Я ж последние дни ездил на скутере уже сколько, с Нового года. Я отдыхал от велосипеда. Я сейчас на нем еду, мне кажется, как будто очень медленно еду. Хотя скорость 20-25. Просто ощущение скорости совсем разное. Прикольно наблюдать так за этим. Сейчас выезжаю из города. Еду по той же дороге, в которой заезжал в город. Сейчас мне главное выехать из города.
Да, форму я, конечно, изрядно потерял. Тяжковато ехать. Но ничего, зато организм отдохнул. Передышку такую дал, каникулы небольшие. Теперь снова нагонять форму. До границы 350 километров, до камбоджийской. Дня за 3 надо мне управиться, успеть, чтобы. Надо постараться. Заехал покушать суп с куриных лапок. Нормальная тема. Устал я, спать хочу, я не выспался, недосыпа накопились за все мои каникулы. Значит, каникулы хорошо прошли, если я не выспался. Ну все, нашел место. Сейчас буду ставить палатку и спать, высыпаться до завтра. Фу. Спокойной ночи. Ну, с почином меня. Давненько я дождя не видел, не слышал. И вот он ночью сейчас пошел. Ну, главное, чтобы ничего не промочить мне. Я, по-моему, в Китае последний раз дождь видел. Вот как раз, когда затяжные дожди были. Все, во Вьетнаме, Лаосе не было. В Таиланде я не видел. Вот сейчас, спустя уже больше месяца. Какой. Нормально я так первый же дождь попал. Палатку затопило. Вообще жесть, блин. Вот они тут, тропические дожди. Сушим. Просушиваю свои куртки. Куртки со штанами, блин. Единственное, что пострадало, намочилось. Тут вон бананов еще взял. Бананов на обед. Встретил путешественниц из Германии. Вот едут красавицы. А what's the city to Germany? Okay. What's the city? Berlin. Berlin? О, из Берлина. Yes, Berlin. Распогодилось, хорошо прям стало.
Солнце вышло, вещи просушил малек. Пока проехал 50 километров, еще ехать и ехать. Взял мороженое на палочке, мясное мороженое с рисом. Вкусное вообще. 83 километра проехал. Такое ощущение, что у меня ноги только вот сейчас вкатили. А до этого вообще сил не было. Сейчас уже более-менее. Ну и солнце спряталось. Я смотрю, вон проливные дожди идут, тучки приносят. Посмотрим, как мне сегодня повезет. Вот здесь по трассе, где-то примерно периодичностью 15-20 километров стоят вот такие целые комплексы. Обязательно вот эта сеть 7, почему-то 11, сеть супермаркетов, заправка и вот кафе Amazon. Тут можно водички набрать, можно взвеситься, кстати. Вот сейчас я и взвешусь. Мне интересно, сколько я вешу с велосипедом. Вот весы. Только я взвешусь в другой раз, потому что я не смогу с велосипедом туда забраться. Итак, сейчас взвесимся. Вот сюда кидаем 1 бат. Вот. Пошли. Ну и что? 68,1. Сейчас будем с велосипедом взвешиваться. Блин, я не могу встать, короче, на него. С велосипедом. Мешает тут все вот эти стенды. Не получилось. В следующий раз 2 бата просто так потратил. Себя взвесил. Че хорошо? Какой бы ливень ни прошел, тут все очень быстро сохнет. Буквально как дождик заканчивается, можно сразу ехать дальше. У нас же приходится ждать еще минут 5-10, пока там ручьи стекут. Здесь все быстро испаряется. Все, уже темнеет. Надо искать писку в лесу. Палатку просушить надо нормально. То мокрый тоже спать неохота. Надеюсь, ночью дождя не будет.
Я тут еще на ночь глядя, короче, колесо проколол. Вот. Тут заехал за водой в кафешку. И это, меня тут приглашают переночевать, как я понял. Говорит, дождь будет, давай здесь останавливайся. Я вначале такой, нет-нет, по своей скромности. Ну ладно, думаю. Сейчас буду разбортовывать колесо, делать. Они там пока кушают. У них воскресный семейный ужин. Вот, пока разбортую. Сил вообще нет. Ну вот, за стол посадили, тайцы мои дорогие. Пивка налили мне уже. Молодцы. Вот малыш маленький. Молодец. แต่รู้สึกเคยเห็นภูเขาไอเบง Ох, капец, я наелся. Откормили меня соседи. Пивка налили, а пиво после 120 километров. Вот это, кстати, хорошее пиво, Лео. После 120 километров оно минует желудок и попадает сразу в мозг. Просто сразу всасывается, и такой расслабон идет. О. Вон мое место, кстати. Постелили уже. Прошел час. Мы все сидим. Меня уже откормили мясом. Конкретно просто. Все жарят, все новые порции. Ой. Оп. Мясо и пиво. Мясо и пиво. Сейчас скоро будем спать. Ну все, спать. Главное, конь рядом. Остальное. Вот меня укладывают здесь. Все. Спокойной ночи. Не, все-таки они меня в другое место перекинули. Там, где не будет комаров. Вон такую палаточку детскую постелили. Теперь точно спать. А то здесь рядом с дорогой вообще 2 метра буквально машины ездят.